Здравствуйте, с вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Жилнин. Недавно произошла встреча журналистов с главой Республики Саха-Якутия и был задан вопрос о переселении граждан из аварийного ветхого жилья. Здание Сахалай-Фу, Татьяна Бурцева, пожалуйста. Согласно мастер-плану, который утвердил глава государства Владимир Владимирович Путин, фактически речь идет о всем деревянном жилом фонде. Я говорю о двухэтажках. Нельзя ли более конкретно рассказать, какие районы будут сноситься, какие будут районы застраиваться, потому что это очень серьезная проблема. На самом деле, точно это вопрос, главный вопрос для городской администрации. Сейчас я в своем послании задачу поставил, до 1 апреля они должны определить план график расселения. Кто будет расселяться, как будет расселяться. У нас по предварительным данным порядка 1048 домов, признанных такими аварийными на 1 сентября 2023 года. У нас аварийного жилого фонда по Якутску, признанного таким на 1 сентября 2023 года, чуть менее 500 000 квадратных метров. Соответственно, сейчас мэрия должна, во-первых, список актуализировать, очень четко определить. Во-вторых, план-график должен быть сделан. Ну и вы сами правильно сказали, это будет касаться практически всех районов города. И, конечно же, еще раз подчеркну, для мэрии города Якутска это главная задача, вот поэтому здесь раскачиваться никак нельзя. Очень надеюсь, что до 1 апреля план-график расселения городская администрация сделает. Недавно была опубликована информация об аварийном состоянии дома по улице Халтурина, 15/3. Данная жалоба была направлена уполномоченному по правам человека Сардане Михайловне Гурьевой. Мы приехали на Халтурина, 15/3 по резонансной публикации. И сегодня мы видим, что действительно вокруг вот идут такие застройки. И дом, по сути, как-то остался неким островком, получается. Он по документам видно, что признан аварийным и ветхим. Поэтому мы сейчас зайдем по квартирной, сделаем обход при согласии жильцов. Да, проходите, пожалуйста. Спасибо большое. Ага, мы пришли, вот зашли к Марине Георгиевне. Как раз она в публикации осветила вопросы, которые связаны с домом, да, Марина Георгиевна? У вас есть действительно лежачий больной, у него есть инвалидность вашего родственника. В процессе оформления. Мы подавали в суд, но для того, чтобы наш дом снесли и нам дали равноценные квартиры. Так как мы все скопом же не можем идти в суд, правильно? Мы выбрали 3-4 5 человек. Да, 5 человек. В публикации речь идет о 5. Вот. Ага. Мы это решение суда видели. Видели. Августа 2023 года. Да. Дело в том, что там, знаете, в решении суда не говорится о предоставлении квартиры. Там было сказано так, в самом исковом заявлении, я так правильно поняла, и судебный пристав это подтверждает, что речь идет о возмещении, о деньгах речь идет. Вот видите, наш Нет, адвокат... по-русски так написано. Адвокат так и написал. Вот именно наш адвокат, наверное, неправильно сформулировал наши требования. Вот, видите, как. Вот. До того уже дошло, что я уже на вторичку согласна уже. Лишь бы было вам. То есть в отношении вашей квартиры, в отношении вашей семьи конкретно, квартиры, где вы проживаете, речи о деньгах быть не может, потому что у вас муж болеет, мы сейчас видим, физически он лежит, документы сейчас находятся на оформлении для установления инвалидизации, потому что вы говорите, у него действительно все основания, врачи это должны сейчас подтвердить. Так, и, да? Значит, в процессе вот приема с вами мы уже обратились к главному врачу, вот, и при этом вы говорите о том, что все-таки как результат вы просите жилье. Сейчас есть, скажите, пожалуйста, угроза жизни и здоровью. Вчера состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям города Якутска. Вы знаете, какие решения были приняты? Нет. Какую-то информацию вам доводили? Нет. Вчера был выезд со строительного округа по квартирной, да? Нас информировали, что будет выезд. Поэтому уже вот по следам приехали узнать, насколько вы владеете информацией. Вообще с вами кто в диалоге постоянно? Со строительного округа с кем вы связываетесь, кому вы имеете возможность сразу сделать звонок, получить ответы на интересующие вас вопросы?
Ну, вчера из строительного округа был глава. Хорошо. Вот, То есть он контактировал. оставил контакт свой. Замечательно. Ага. Если есть угроза, по закону администрация обязана вас вывести. Почему вопрос был вынесен на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям? Поймите Если правильно. вывезут равноценную и с пропиской, А вы, пожалуйста, нет, а мы вы сразу выйдем. хотите на квартиру. Ну, конечно, а как же? А в программе переселения эта квартира на какой год написана, в смысле этот дом? Алтурина 15/3. Сначала был Вам как 2000 год, потом был 15-й год. Сейчас мне вчера озвучили цифру 30-й год. Ну, не А издевательство. дом когда был признан аварийным? Ну, извините, мы, конечно, проворонили это время. Мы в 17-м году его В только... декабре. Да. В декабре. Да. В декабре. Видите как. А в решении суда 5 пошли на деньги. Поэтому здесь надо будет нам все-таки... Ну, правильно, у них трехкомнатные квартиры. Квадратура побольше, чем у меня двухкомнатная. У меня 42, по-моему. Ну, где-то у меня там записано. Так правильно они там, им что дадут нормально, а у меня что получится однокомнатная? А куда? У меня он сын, уже скоро 40 лет А будет. здесь только комнатная квартира? Здесь 2. Мы-то решали проблему-то в том, чтобы дом снесли и нас переселили в нормальные квартиры. Понимаете как? Никто не... Я вот даже и не собиралась, думаю, какие деньги могут быть. Вообще вам предложили маневренное по закону, вы отказались. Потому, А когда мне предлагали? потому- Мне никто не не предлагал. предлагали? Нет. То есть вы готовы рассмотреть предложение по маневренному жилью? Ну, если это будет благоустроенная квартира, то и с пропиской, пожалуйста, мы переедем. Да какое там будет жилье-то, там еще неизвестно. Ну, это посмотреть нам надо. Это ДЖО сейчас будут вам предлагать. Я поэтому спрашиваю, кто с вами из компетентного органа находится в диалоге? Вы говорите, что глава был вчера строительного Да, округа, да. оставил вам номер Да, телефона. да, да. Вот с Андреем Владимировичем, которые совместно с ДЖО будут взаимодействовать, они будут уже предлагать варианты. А мы, как вот правозащитный институт, ваш вопрос находится на контроле. Действительно, ситуация абсолютно вопиющая. Поэтому мы приехали узнать ваше мнение. Это вот каждый раз полымаешь, вот это все поднимаешь, потому что здесь такая картина. А это вот у меня сын провалился. Это вот хорошо, что он, ну, конечно, это плохо, что провалился. А если бы я провалилась, я бы все переломала бы себе. Вот именно, вот та дыра. Вот поэтому нашли. Это уже штука вот эта, 4-я уже. Потому что летом здесь вода. У вас жилье приватизированное, да? Ну да. Хотел вопрос один задать. Да, вот рядом строится дом. Застройщик к вам приходил? Вообще? Это мы к нему приходили. И что он вам Мы к ним сказал? ходили. Ага. Ну, мы просили, чтобы снесли наш дом и взяли нас. Угу. Ну, они сказали, нерентабельно, потому что здесь коммуникации. Вот здесь вот как раз проходит коммуникация очень для ГНС-ки. И еще они сказали, что это земля муниципальная, и поэтому они не стали. Сардам Михайловна, я обращаю внимание на то, что нарушены правила градостроительства. Простроена центральная проводная система, которая обеспечивает несколько микрорайонов водой, горячей ТДПП. По правилам градостроительного кодекса данное жилье должно быть ликвидировано, данный дом. Этот дом. Да, потому что в радиусе таких сетей минимум 15 метров ничего не должно находиться. Это связано с безопасностью именно таких сетей. Значит, были нарушены градостроительные нормы. Мы тогда будем привлекать и департамент градостроительства в мэрии, который должно уже и дать с этой позиции уже и свое решение, правильно? Не только с точки зрения угрозы жизни и здоровья, то, что вот мы эту страшную яму увидели, а еще и с точки зрения безопасности людей. Вот. Ну да, здесь все нормы нарушены. Каким образом, почему дом не снесли, вот на меня вопрос. Хотелось бы обратить внимание окружную администрацию города Якутска и особенно департамент жилищных отношений. Действительно, управа городского округа, да любая управа городского округа не может решить проблемы переселенцев в своих полномочиях.
Скажите, пожалуйста, ну вот, например, гражданка говорит, вот она давала интервью, что никакие там ей варианты маневренного не предлагали. Вы с ДЖО когда планируете это сделать? Нет, вообще не было предложений. Кто координирует с мэрией? С мэрией кто координирует? Я имею в виду вообще ситуацию по дому, кто координирует. Мне сказали, что это вы. Правильно, Андрей Владимирович? Я имею в виду слово координирует не только решение жилья, а вообще для того, чтобы оказать помощь. Поскольку дом находится на территории вашего округа, я полагаю, что кто-то должен быть один, который с нами будет работать, потому что мы содействуем, мы же не подменяем компетентный орган, Андрей Владимирович. Поэтому я спрашиваю, кто координирует единый, кто есть. Вот надо определиться, Андрей Владимирович, пожалуйста, потому что вы компетентные органы, кто и от мэрии сегодня главный, потому что мы этого пока сейчас не видим. Хозяйственную вы, часть ДЖО, а тогда получается семеняник дитя без глазу или как? Кто координатор от города Якутска по этому дому, чтобы в комплексе посмотреть? Вот рядом такие вот мы смотрим, тут застройки такие мощные идут, соблюдение требований градостроительного законодательства. Вы, пожалуйста, доведите до руководства, мы тогда направим письменный запрос и будем безусловно ждать ответ. Благодарю. Ну, вот эту ГНС-ку построили где-то в 80-х годах. Ага. И вот после этого у нас тут запах, постоянно запах. И, во-первых, перекрыли нам вот эту трассу, дорогу. Тут раньше была дорога. Мы раньше карабкались через эти трубы. Вот так вот, представляете? Сейчас добрые люди построили нам это, своими же силами нам построили переход. И то там достраивали его под это, потому что переходить невозможно. Вонище каждый год, круглый год. Вот. Я говорю, я этим не завидую, которые здесь вот заехали вот в эти квартиры. Люди, они на балкон летом не выйдут, потому что запах неимоверный. И вот мы круглый год живем в этом. Даже вот зимой, я говорю, вот сейчас почему-то не пахнет. Но иногда бывает такая сильная вонь, невозможно. Прошу окружную администрацию города Якутска заняться этим вопросом. А средства массовой информации телепрограмма «Точка взаимодействия» готова помочь в этой работе. СМИ-телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. СМИ может организовывать прямые эфиры и трансляции с 3 камер в интернет с сочетанием других программ типа Zoom. Или приедет и поможет записать ваше мероприятие с 4 камер. Подробности на сайте Округ ТВ.